Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева. В республике продолжается установка приборов учета электроэнергии. В Сухумском районе помимо счетчиков на 14 объектах выполнены различные работы по улучшению качества энергоснабжения. В Сухуме с недавних пор функционирует база по переработке картона, пластика и металла. Можно не только сдать отходы и сохранить экологию, но и выручить за это деньги. Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев во вторник официально вступил в должность. Инаугурация прошла в зале Государственного драматического театра. Гаглоев стал пятым президентом Южной Осетии, победив во втором туре выборов. По традиции, избранный президент республики принес присягу народу. Он поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать ее суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность, верно служить народу. В числе гостей, прибывших на церемонию инаугурации, представители администрации президента России, делегации из ДНР, ЛНР, Дагестана, Нагорного Карабаха, Северной Осетии, Никарагуа. Делегацию Абхазии возглавляет вице-президент Бадра Гунба. На церемонии инаугурации избранного президента Южной Осетии Бадра Гунба зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Аслана Бжаня. Уважаемый Алан Эдуардович, уважаемые участники и гости торжественного мероприятия, позвольте мне зачитать поздравления на имя Алана Эдуардовича от президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжани. Уважаемый Алан Эдуардович, от имени народа Республики Абхазия, от себя лично примите искренние поздравления по случаю вашего официального вступления в должность президента Республики Южная Осетия. Результаты выборов говорят о поддержке народа предложенному вами курса, направлены на созидание, решение социальных вопросов, укрепление экономического и военного потенциала страны, что положительно отразится на благосостоянии и безопасности граждан Республики Южная Осетия. Между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия установлены теплые братские отношения. Наши народы прошли с честью и достоинством через многие испытания. Глубоко убежден, что под вашим руководством международное сообщество увидит новые шаги достижения юго-осетинского народа и государства. Позвольте пожелать вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, благополучия и успехов в высоком государственном посту. А народу Южной Осетии мира, добра и процветания. Президент Республики Абхазия Аслан Бжани. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил Алана Гаглоева с вступлением в должность президента Республики Южная Осетия. Пожелав избранному президенту благополучия и успехов в деятельности на высоком государственном посту, Лаша Ашуба выразил уверенность, что отношения между народами Абхазии и Южной Осетии, опирающиеся на прочные традиции дружбы и сотрудничества, будут и в дальнейшем развиваться по восходящей. В рамках визита в Республику Южная Осетия вице-президент Бадра Гунба посетил посольство Абхазии в Схинвале. Он провел встречу с послом Абхазии в Южной Осетии Аланом Елбакиевым, который рассказал о деятельности дипломатической миссии. Бадра Гунба и Алан Елбакиев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Абхазии и Южной Осетии. В среду 25 мая в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации состоится расширенное заседание Комитета по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками по вопросу упрощения режима пересечения абхазо-российской государственной границы. Как сообщает медиацентр МИД Абхазии, в заседании примут участие депутаты парламента Абхазии и Госдумы, представители абхазских и российских профильных ведомств. По итогам предполагается утверждение дорожной карты, реализация которой позволит упростить
упростить режим пересечения абхазо-российской границы. Расширенное заседание состоится по инициативе абхазской стороны. Вице-спикер парламента 6-го созыва Михаил Сангулия избран членом Общественной палаты Абхазии. За его кандидатуру проголосовали 18 членов Общественной палаты. На выборах, проходивших 20 мая, 2 кандидата на избрание в состав Общественной палаты набрали равное количество голосов. Таким образом, по итогам выборов, состоявшихся 20 и 24 мая, в состав Общественной палаты избраны Астамур Ахба, кандидатуру которого представила Республиканская общественная организация «Апсадгил», и Михаил Сангулия от Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение». Досрочные выборы в Общественную палату проводились в связи с избранием Эрика Рштуни депутатом парламента и выходом Надежды Венедиктовой из состава палаты по собственному желанию. Продолжаются работы по установке приборов учета электроэнергии. Новые счетчики уже установлены в нескольких районах города. В первую очередь там, где наблюдались большие нагрузки и происходили частые аварии. В Сухумском районе помимо счетчиков на 14 объектах выполнены различные работы по улучшению качества энергоснабжения. Смотрите репортаж Сарии Кварцхеля. В целях повышения качества поставляемой энергии в Сухумском районе с использованием материалов и электроустановок на 14 объектах были установлены трансформаторы, опорные столбы, а также произведена подвеска электрического провода СИП, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых сетях. Так, в селе Гумистан на Ишерской улице был установлен новый трансформатор мощностью 250 киловатт. Необходимость установки данного трансформатора была вызвана из-за перегруза ранее существующего трансформатора, который находится примерно в 800 метров отсюда. На нем сидело порядка 60 абонентов. Трансформаторной мощности не хватало. Здесь старые линии уже разгружены и присоединены к новому трансформатору, который питает больше 20 абонентов. В домах были заменены провода и установлены приборы учета. Как пояснил Даур Читанава, любая работа района электросети начинается со знакомительной беседы с населением, а именно обговаривается сумма задолженности. Только после оплаты устанавливаются счетчики. Отношение к этому процессу у населения, я хочу сказать, что оно положительное. То есть население после того, как все вот эти комплексные мероприятия, когда проводятся, они видят обратную отдачу, и качество электроэнергии, доводимое до конечного потребителя, она наглядно видна. В Сухумском районе задолженность за потребление электроэнергии с 2017 года составляет порядка 56 миллионов рублей. Большая часть, по словам Даура Читанава, была накоплена за последние 3 года, а связано это с незаконной добычей криптовалют. На сегодняшний день в Сухумском районе порядка 4,5 тысяч абонентов. Процент собираемости от общего потребления составляет примерно 38%. Это годовой сбор, но процент оплаты населением составляет примерно 80% населения оплачивает исправно за свет. Но там существует проблема в недоимке потребленной электроэнергии из-за отсутствия приборов учета. В селе Гумиста был установлен еще один трансформатор. В целом здесь подключено порядка 50 приборов учета. Кабинетом министров было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию. Те абоненты, у которых задолженность до того момента, как поменяется тариф, будет по старому тарифу, после июля месяца будет считаться по новому тарифу. Там в зависимости от категории и льгот. Новый трансформатор мощностью 400 киловатт установлен и на улице Изугбая. На старом трансформаторе порядка 80 абонентов сидело. Здесь положение было очень тяжелое. На сегодняшний день на этом трансформаторе сидит примерно 35 абонентов, от 30 до 35 абонентов. Напряжение уже здесь нормализовалось, здесь уже увеличились оплаты за потребление. Идет процесс установки приборов учета. Буду рад, если установят, хоть будем по закону платить. Здесь помимо трансформатора также установлено 11 опорных столбов и протянута высоковольтная линия 10 киловольт. А в районе Учхоза в 2 пятиэтажных домах заменили электропроводку и установили новые счетчики. На данном объекте работа полностью не завершена, осталось только переподключение абонентов со старых проводов на новые. И в Нижних Ишерах там еще 3
пятиэтажных дома, там из 3 блока секционного дома. Там тоже аналогичная работа проведена. Заменена магистральная линия и внутренние все коммуникации тоже заменены. Порядка 60 счетчиков вместе было установлено и на Учхозе, и в Нижних Ишерах. Данные работы ведутся при поддержке администрации Сухумского района. 7 новых трансформаторов также были приобретены за счет средств района. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сделать окружающий нас мир немного чище. Такая возможность появилась у каждого жителя республики. С недавних пор в Сухуми функционирует база по переработке картона, пластика и металла. Можно не только сдать отходы и сохранить экологию, но и выручить за это деньги. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Картон, пластик, металл, бумага. В этом помещении беспрерывно идет переработка отходов во вторсырье. База уже несколько раз заполнялась до предела. А ведь все эти отходы должны были попасть на мусорные свалки. Мы едем на точку вызова, принимаем все сырье. Соответственно, делаем закуп, отдаем им денежку, забираем сырье, привозим сюда. Сырье разгружается, пленка отдельно, пластик отдельно, картон отдельно. Пленка сортируется по позициям. Картон, в принципе, есть картон. Пластик также сортируется по позициям. Затем отходы прессуются, взвешиваются и уже вот в таком отсортированном виде отправляются дальше на российские заводы. Главная цель сотрудников компании «Экоапсн» совместно с соучредителями компании «Экоград» – минимизировать вред, который наносится окружающей среде. На примере хочу разобрать деятельность любого СТО, в котором в ходе работы остаются отходы автопластика, а также канистр из-под различных жидкостей для автообслуживания автомобиля. При сжигании данной продукции наносится колоссальный ущерб экологии страны. А при скоплении данного сырья и продаже в дальнейшем ее на нашу заготовительную базу, предприниматель помимо создания хорошего экологического фона в своей республике сможет иметь небольшой приятный бонус для экономики своего предприятия. Цель больше не деньги, не бизнес, а это все чистота планеты. Мы живем, у нас есть дети, это наше будущее. И хотелось бы, чтобы они жили в чистоте, в приятном окружении. На базе по переработке вторсырья работают как местные, так и российские специалисты. Магазины, различные строительные базы и предприятия собирают отходы – картон, пластик или что-либо другое, за которыми затем приезжают сотрудники компании «Экоапсн». При этом каждый килограмм отходов оплачивается. Например, за сдачу 1 килограмма пластиковых бутылок или полиэтилена «Экоапсн» заплатит 8 рублей. За картон, цветную пленку, автопластик – 4 рубля. Кстати, принимают вторсырье и у граждан на всей территории республики. Можно и самому привозить сырье на место. База по приему вторсырья располагается по адресу город Сухум, улица Имама Шамиля, 83. Гугуца Вардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение. В Абхазии продолжается международный проект возвращения имени, направленный на поиск родных пропавших без вести во время Великой Отечественной войны солдат. В Гале состоялся закрытый показ документального фильма, в котором рассказывается о судьбах воинов из Абхазии, узниках концлагерей. Все подробности в материале наших коллег из Галтовы. В районном доме культуры города Гал состоялся закрытый показ документального фильма «Поиск», снятый в рамках проекта «Возвращение имени» режиссером-постановщиком Дмитрием Статейновым. Съемки фильма стартовали в сентябре 2018 года, спустя 2 года после начала проекта. Когда мы начали снимать фильм, у нас не было никакого финансирования, никакой помощи. Мы начали снимать его вот, в прямом смысле на коленках. То есть была одна камера, конечно, мы работали на профессиональном уровне, но вот чтобы кто-то поддерживал, такого как бы на начальном этапе его не было. Эта история тронула тем, что там очень много интересных судеб. Сложность, самое главное, заключается в том, что, во-первых, работа курсантов, это нужно обработать огромное количество материалов. И, конечно, еще морально-психологическая такая
была составляющая, когда ты каждую историю через себя пропускаешь. Хроника-документальный фильм «Поиск» об узниках фашистских концлагерей и поисках родственников, пропавших без вести, солдат Великой Отечественной войны из Абхазии посмотрели представители руководства Галского района, работники сферы образования, школьники. Автор международного военного проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов говорит, что фильм является результатом проведения поисковой работы. Это проект, который проводится в республике с 2016 года. Задача проекта – это розыск тех воинов Красной Армии, которые пропали в абхазских семьях с 1941 по 1945 год. Когда мы начали заниматься этим проектом, мы прежде всего обратили внимание на большое количество людей, которые оказались в концлагерях для советских военнопленных. То есть во время боевых действий они были захвачены в плен и оказались в жестоких условиях немецкого нацизма. И таких на сегодня 400 человек. Одна из главных героинь фильма – Лейла Агарба, чей отец Азиз Агарба пропал без вести в концлагере и был найден участниками проекта. В картине остро звучит тема нацизма. В рассказе дочерей солдат, судьба которых оставалась неизвестной десятки лет. «Возвращение имени» поисково-полевой проект направлен на помощь семьям, потерявшим когда-то своих родных. А фильм «Поиск» рассказывает о судьбах этих воинов и их родных детях, найденных в ходе поиска в Абхазии. Документальный фильм «Поиск» был снят при финансовой поддержке правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Абхазии, при материально-технической поддержке Министерства обороны Республики Абхазия, главы Галского района Константина Пилия и многих других. Курсанты общевойскового командного училища Энрик Джопо и Ястик Лерджи признались, как нелегко было разбираться в немецких архивах и вручать документы о захоронениях узников семье. Уже более 400 судеб солдат установлено именно благодаря этому проекту. И по всей Абхазии до сих пор идут работы о поиске и установлении судьбы солдат. Разбирать архивы концлагерей очень трудно, так как их почерк очень трудно понять. В Абхазии, если числится солдат как без вести пропавшие, в российских архивах можно найти адреса, где они захоронены. Это говорит о том, что немцы записывали, с одной стороны, то, что они пропали, чтобы не сообщать родителям, где похоронены их солдаты, и чтобы не было у них лишних проблем всем этим заниматься. Чисто писали то, что он пропал, и этим все закрывали. От имени руководства Галского района заместитель главы администрации Джамбул Куртава выразил благодарность авторам и участникам международного проекта «Возвращение имени» и фильма «Поиск». Мы готовы сотрудничать с вами. Будем рады. И нам тоже будет приятно. И эта история, и та история, которую мы не должны сегодня забыть. Мы все прекрасно видим, что сегодня происходит в целом мире, как хотят исказить ту историю, где воевали наши отцы, наши деды. Мы не должны это допустить. И молодому поколению мы должны все правильно преподнести, как оно и есть. Работа над фильмом длилась с 2018 по 2021 год. В хронико-документальном фильме все основано на реальных событиях. Почти нет постановочных сцен. Режиссер фильма снимает сам весь поисковый процесс как есть. Наверное, именно поэтому он заставляет задуматься, сопереживать, а самое главное – учит вере, надежде и любви. По словам Дмитрия Статьянова, на экраны фильм выйдет, скорее всего, 22 июня на крымском телевидении. Анжела Убилава, Илона Микава, Ника Гачава, Гал ТВ. На культурно-деловой платформе ГУМА открылась выставка картин художников-репатриантов, посвященная Дню памяти жертв Кавказской войны. Всего представлено 38 работ, выполненных в различных техниках и стилях. Выставку посетили вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, депутаты парламента, общественность и любители живописи. Репортаж Шезины Ханагуа. Кадыр Тванба приехал в Абхазию из Турции 4 года назад. Здесь он окончил АГУ по направлению графический дизайн. Молодого художника привлекает уличное искусство – граффити. На выставке им представлено 25 работ. Все они дополняются видеороликами, которые были сняты самим Кадыром. Для доступа к видеороликам каждой работе прилагается QR-код. По словам художника, через современный стиль он пытается передать национальный темп. Именно уличное искусство мне больше приятно, потому что реакция сразу. Я беру. Потому что когда я рисую, люди сразу спрашивают свой вопрос. Еще диалогия всегда открыта. Поэтому мне больше приятно. Эта работа, я
рисовал баллончиком. Когда я рисую свою видео, тоже я сам снимаю. И тогда комплект, не только рисунок, еще видеоролик, еще национальные абхазские мелодии я добавлю. Тогда я чувствую себя больше 100% выставляю. Наша культура больше выставляю. Всего на выставке представлено 38 работ 8 художников-репатриантов. Все они выполнены в различных стилях и техниках. Тематика свободная. Художница Сатаны Кабардай представила 2 работы. Одна из них называется «Луна» и посвящена теме махаджирства. Сатаны работала над ней 2 месяца. Картина рассказывает о кавказских женщинах. Да, есть много поколений. Это картина маленькая женщина, молодая или старая. Я не люблю говорить много моя картина, потому что надо люди, когда они увидят, будет увидеть много вещей. Организовал выставку Государственный комитет по репатриации. 21 мая данная выставка картин художников-репатриантов прошла и на площади перед Абхазским драматическим театром. После этого было принято решение провести выставку в более широком формате. Это выставка, первая выставка. Наш народ знакомится с работами наших молодых художников, наших молодых репатриантов, которые вернулись на свою историческую родину и проживают здесь. Здесь есть работы таких репатриантов, которые приехали из Сирии, из Иордании, также из Турции. Некоторые из них также после переезда на свою историческую родину они учились в Абхазском государственном университете, отделении искусства, художники. Есть много талантов среди наших соотечественников за рубежом. Не просто художники, есть актеры, писатели, которые спортом занимаются. Я считаю, у каждого из них есть такая главная цель, то, чтобы быть известным в свою родину. Это несмотря, что мы там сделаем, всегда мы чувствуем сам себя так чуть недостаточно. И я считаю, всех художников, которые сегодня с нами участвовали, повезло, потому что они уже достали такой цель быть известным в свою родину. Выставка картин художников-репатриантов будет проходить до 26 мая. У всех желающих также есть возможность приобрести понравившуюся работу. Шатина Ханагу, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. При поддержке Министерства культуры Абхазии в республике пройдут гастроли Государственного, Республиканского, Абазинского драматического театра со спектаклем «По следам махаджиров». В рамках мероприятий также выступит театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской республики «Меркурий». Гастроли пройдут с 24 по 28 мая в рамках празднования столетия КЧР. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 25 мая, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды. Местами возможен слабый дождь, гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.